Поехали! И начнем мы с мега-огромной лего-пушки. Вы только посмотрите, какая она огромная. Надо сказать, это очень крутая отсылка к игре Fallout 4. Реплика буквально кубик в кубик, как настоящая. Я понятия не имею, сколько времени ушло на ее сборку, но, как заверяет сам конструктор, он потратил около 2500 кубиков, чтобы построить эту систему катапульты длиной около 1,5 метра. Мне даже не верится, что это прям правда. Вот настолько она огромная. Я думаю, поклонники шутера заценят труды. Надо прям гореть идеей, чтобы сделать подобную игрушку. Так, ну раз уж мы с вами тут про шутеры начали разгонять, вот еще одна крутая пушка из игры. На этот раз это Halo. Еще один многопользовательский шутер, который не оставил равнодушным игрунов в лего и пистолетике. Хотя, глядя на подобные изделия, сложно назвать конструкторов любителями. На этот раз достаточно сложная система индивидуального боевого оружия под патрон 7,62, используемая армией ККОН. Стреляет полностью в автоматическом режиме. В длину такая штука около метра, весит около 1 килограмма. Оружие полностью имитирует звуки и световое сопровождение при выстрелах, что добавляет ей реалистичности и эффектности. Ну что, теперь о простеньком, если, конечно, так можно сказать, говоря о лего-оружии. Копия автомата АК-47. Наверняка он тоже засветился и не раз в компьютерных играх, но он и в жизни достаточно распространен. Так вот, конкретно этот красавчик кубик в кубик повторяет реальный автомат. Ну, разве что по весу уступает. Все же он из пластика. Но тут основная суть в самой стрельбе. Он заряжается канцелярскими резинками и вполне может выдать очередь. И если говорить о стрельбе, предыдущие пушки имитировали выстрел с помощью динамика, а вот этот красавчик стреляет с реальным звуком. Осевая пластмассовая система с рубцами выстроена так, что каждый выстрел сопровождается реальным отзвуком. Это мега круто. Я не сильно разбираюсь в боевом оружии, но вот эти парни буквально заставляют меня это делать. Всегда считал, что винтовка, она и в Африке винтовка, а оказывается их огромное разнообразие. Вот, например, этот гигант имитирует винтовку с выбросом Баррета. Что это значит? Во-первых, она относится к классу противопехотных, так как в первую очередь нацелена на уничтожение материальных вещей, типа автомобилей. Американская самозарядная крупнокалиберная снайперская винтовка, выпускаемая компанией Barrett Firearms Manufacturing и состоящая на вооружении ряда стран мира. Автоматика основана на поворотном затворе. Вообще считается одной из самых легких в своем классе, но судя по размерам она не может быть такой, даже из лего она просто гигантская. Раз уж мы пошли по тяжеловесам, вот вам лего-автомат МП-40, а если углубиться, то это скорее пистолет-пулемет. Его еще называют Шмайсер, в честь разработчика Генриха Фольмера. В лего-версии удивительно точно повторили затвор, магазин и вообще принцип работы устройства. Каждый кубик лего на своем месте заменяет рабочий механизм в настоящем оружии. Естественно, лего-версия легче оригинала, но это не мешает использовать пластиковую копию, ведь и патроны там не настоящие. Механизм позволяет выдавать очередь, все зависит от количества заряда, ну или проще говоря, от количества канцелярских резинок, которые вы накрутите в качестве заряда. Гигантский меч Бастера Клауда. Скажу так, видимо, я далек от японских РПГ, ну не фанат я этого жанра, каюсь. Но вот такому формату копий смело отдаю почтение, хотя бы за огромный труд, который ребята вложили в сборку этого меча. Специально подобрана фурнитура, золотые, серебряные, металлические кубики. Все это проектировалось и собиралось кубик за кубиком. В итоге получилось просто невероятное красотища. Да даже если отставить в сторону привязку к игре, это просто невероятно. Вообще, в истории игры Final Fantasy это оружие перекраивали и перестраивали несколько раз. В первоначальном эскизе он был значительно тоньше и меньше того, который воссоздали эти ребята. Пиу-пиу-пиу! Снайперская лего-винтовка. Если в предыдущих видео мы говорили в основном о дизайнерских, индивидуальных разработках, то сейчас речь идет о масс-маркете. То есть вы можете купить и собрать вот такую винтовку сами. Да, будьте готовы, вам потребуется несколько свободных лет жизни. Ну, примерно так я представляю себе сборку весом 2,4 килограмма, 2363 детали и длину около метра. Прелесть этой винтовки в том, что она стреляет уже не резинками, а мелкими кубиками лего, за счет чего происходит полная имитация выстрела. Единственный производитель предупреждает, что примерно после 50 зарядов надо поправлять сам механизм. Все же это кубики, которые имеют свойство немного расшатываться. Его Величество дробовик. Огромный, тяжелый и массивный, даже по меркам лего-оружия, тяжеловес в своей категории.
Он, кстати, тоже стреляет специальными блоками, имеет возможность перезаряда и напрочь расфигачивает пластиковые лего-мишени. Выглядит это невероятно эффектно, только посмотрите в слоумо, как это смотрится. Интересно, после вот таких тестов, как долго они собирают разлетевшиеся детали? Хотя после огромного количества времени, которое тратится на сборку этого оружия, собрать остатки мишени – это сущий пустяк. Еще одна версия автомата АК-47 – рестайлинг в черно-красном цвете. Кроме дизайна от предыдущего собрата особо отличий не имеет. Механизм заряда, канцелярские резинки, перезаряжаемый магазин, плавный курок, который выдает очередь, мощный приклад. В общем, выглядит просто идеально. Надо отметить, эти блестящие, идеально подходящие друг другу кубики вместе создают глянцевое, совершенное покрытие с эстетичным